Как и прогнозировали метеорологи, в ночь с 5 на 6 февраля погода резко ухудшилась. Шел ливневый дождь с сильными порывами ветра, в результате чего в парке имени Ефрема Эшба в центре Сухума упало дерево. Еще 3 дерева упали при подъеме в Агу. Одно при въезде в город на улице Эшба 191. С МЧС, коммунальными службами и другими подразделениями администрации города все это было оперативно расчищено. Значит, в настоящее время сейчас уже погода более-менее благоприятственно для того, что надеемся, что больше не повторится. Поэтому в данный момент все службы занимаются расчисткой территории и уборкой последствий. Больше всего пострадал микрорайон Синоп, где сильный ветер повалил 3 больших дерева, которые упали на трассу и перекрыли движение автотранспорта. Сотрудники МЧС оперативно отреагировали и устранили последствия. Таким образом, движение было восстановлено. Упавшие деревья также повредили линии электропередачи и троллейбусные линии. С утра над ликвидацией последствий непогоды на месте работали коммунальные службы и сотрудники СУЭС. Они распилили деревья и убрали их с проезжей части. Также восстанавливают линии электропередачи. В результате того, что дерево оборвало, когда при упадении оборвало силовые провода, значит, вчера там они были обесточены, потому что, учитывая, что оборванные и оголенные, чтобы не создать неприятную ситуацию, для угрозы безопасности жителей и всех окружающих, они были, естественно, обесточены. Но, учитывая вчерашний сильный ливень, то есть ночью это не получалось устранять, потому что в такую погоду работать невозможно, поэтому сейчас под утро уже люди занимаются, восстанавливают все это. Это какие районы? Это район Синопа. Только да? Синопа, да. И то там по резервной линии было подано напряжение, чтобы людей, девятиэтажки, которые там находятся, они были под напряжением, в смысле получали электроэнергию, а вот правая сторона со стороны моря, где коммерческие объекты, они были обесточены. В районе Синопа были повалены деревья, там повредились линии напряжением 0,4 киловольт, которые питают объекты, расположенные в районе Синопского пляжа. Также были повреждены кровли на 4 подстанциях. Частично ветер сорвал покрытие, дождь залил подстанцию, и в связи с этим оборудование было отключено, но сейчас проводятся работы для того, чтобы подать напряжение. Также без света остался район улицы Бегуа. Там точно так же залило подстанцию. Специалисты с утра работали на местах, в течение дня подадут свет. Больших сложностей не принес нам ветер. К счастью, высоковольтные линии не повреждены. Единственное, что из-за возросших нагрузок у нас случаются аварии на линиях и на оборудовании, которые приводят к обесточению вне графика. К сожалению, пока мы не можем справиться со всеми оперативно, потому что у нас просто не хватает рук, мы не всегда можем быстро выехать на все заявки, то есть наши ребята работают постоянно, непрерывно. В Очамчире сильным ветром снесло крышу многоквартирного дома, повалены деревья, в некоторых селах повреждены электрические провода. Несколько деревьев повалило и в Тхуарчале. К утру службы ЖКХ их убрали. Движение в городе не заблокировано. Также город остался без света из-за обрыва электропроводов. Аварию ликвидируют в ближайшее время. В Галском районе упало около 5 деревьев. Их убирают коммунальщики. Движение в городе не заблокировано. В Гудаутском районе несколько деревьев повалило на дороге в Лахна. В Звандрипше снесло 3 небольших моста. Движение не заблокировано. Однако из-за обрыва проводов село осталось без света. Электричества нет и в селах Хуап, Джерхуа, Лахна. Упавшие деревья повредили линии электропередачи и в Гулрыпском районе. Стихия затронула Дранду и Бабушару, поселок Агудзера. Без света из-за обрыва проводов осталась и часть Гагры. На месте работают городские службы и энергетики. Ухудшение погоды метеорологи прогнозировали до 7 февраля. Но уже в эти выходные, по словам специалистов, ожидается потепление. Лаура Капш, Алексей Гухава, Инал Гвинджа, Абхазское телевидение.